Основная задача пресс-секретаря – выстраивание позитивных отношений со СМИ. Помимо этого, сотрудникам современной пресс-службы часто приходится выполнять и ряд других обязанностей. И самое актуальное из них сегодня – активно использовать интернет-технологии в деятельности, развивать и наполнять сайты и соцсети компании, заниматься подготовкой имиджевых медиаматериалов. Социальные сети – новая реальность, которая коснулась и всех региональных госорганов. А как их вести качественно и профессионально, рассказывают эксперты Всероссийского центра компетенции «Диалог регионы». Востребованный контент, правильное оформление, доступное донесение актуальной информации, обратная связь с подписчиками, а также эффективное продвижение аккаунтов – вот главные направления, которые рассматривают спикеры. Я говорю про социальные сети как про психологию. Есть такая теория социального обмена. Джордж Холмс, по-моему, написал ее. Заключается в том, что, грубо говоря, ты мне, я тебе. Лекция разделена на два блока – продвижение и редактура. Специалист Евгения Авраменко рассказывает о тонкостях написания текстов в соцсетях. Длинные скучные пресс-релизы подписчики не хотят читать. Информация должна быть короткой, максимум 1170 символов. При этом яркой, интересной, креативной. Важно разделять абзацы, использовать смайлики, жирный шрифт и никаких канцеляризмов. Это скорее такой семинар вдохновения, потому что здесь важно людей вдохновить, сказать им: посмотрите, как можно сделать, вот вам такие примеры, вот ваши ошибки, так не делайте, так делайте. Организатор мероприятия ЦУР Ингушетии. Среди участников представители всех пресс-служб региональных органов власти. Главная цель – научиться оперативно доносить полную и достоверную информацию о своей деятельности в пабликах. Если мы не умеем работать в соцсетях, мы просто не дотягиваемся до той аудитории, которая нас могла бы прочитать. Это принципиально важно. Мы связываем власть и простых людей, чтобы у простых людей была возможность, во-первых, оперативно узнать достоверную, актуальную информацию всех министерств и ведомств, задать им вопрос напрямую, а не стоять в бесконечных приемных. Пресс-секретари задают вопросы, выражают заинтересованность продвигать аккаунты и готовность применять на практике рекомендации федеральных экспертов. Уверены, что новые инструменты позволят заинтересовать подписчиков и расширить аудиторию. Это работа с маркетологами, например, тот же самый ВК Place, который разрабатывает отдельные рекламные, так сказать, платформы для продвижения ведомств. Сегодня нам об этом рассказали о том, как можно классно оформить, например, различный пост для привлечения внимания. В ходе семинара мы обсуждали такие важные проблемные вопросы. Это организация грамотной обратной связи с населением, это соблюдение сетевого этикета, это работа в комментариях, это работа с информационными рисками. Хочется сказать огромное спасибо организаторам. Если раньше государственные структуры вели страницы в соцсетях на добровольной основе, то сейчас их наличие является обязательным. С 1 декабря 2022 года президент России Владимир Путин обязал госорганы вести официальные аккаунты ВКонтакте и Одноклассниках. Это стало еще одним шагом, чтобы для жителей была максимально доступна связь с властями. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.